О самых заметных событиях пятницы, 9 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Универсальный помощник как в бою, так и в быту. 200 саперных тактических кошек направят якутским бойцам в зону спецоперации. Якутское лето – горячая пора для паромных переправ. Возникают многокилометровые очереди из желающих переправиться на пароме, временами доходящих до конфликтов. Мой коллега разбирался в проблеме. Определены победители 5-го конкурса грантов главы Якутии. Получателями объявлены более 70 некоммерческих организаций. Какие сферы? Свечи ручного изготовления, 3D-моделирование изделий из глины. Все это можно найти в бизнес-инкубаторе Ленского района. Он стал отличной платформой для старта начинающих бизнесменов. 11 выпускников Якутии получили 100 баллов по ЕГЭ. Стали известны первые результаты единого госэкзамена. Кто они? Лучшие юные умы Якутии. Теме специальной военной операции уделят особое внимание на Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке. Об этом журналистам сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Это и многие другие темы обсуждались в правительстве страны. По итогам рабочей встречи полпред также рассказал, что по инвестиционному рейтингу ситуация на Дальнем Востоке неплохая. По притоку средств округ опережает российские показатели в 2 раза. Дальнейшее привлечение инвесторов обсудят и на ВЭФ. Также на полях форума затронут темы изменения логистики, транспортные потоки, конкуренцию, международное сотрудничество. Не забудут и о патриотическом направлении. Я считаю, что поддержка СВО – это самое важное, что мы сейчас должны сделать, потому что говорить о том, что мы будем бурно экономически развиваться в то время, как у нас ребята воюют, не совсем корректно. Мы все-таки должны победить. Мы сейчас должны обеспечить работу всех оборонных предприятий, которые расположены на Дальнем Востоке. А кроме того, мы считаем очень важным поддержать развитие новых предприятий, создание их, разработку новых технологий. Для этого специально сконструирована оболочка территории опережающего развития патриотически. Она должна в ближайшее время начать работу. В преддверии Дня России чествуют героя страны Александра Колесова. Торжественная церемония прошла в Доме правительства. Напомним, 23 мая президент Владимир Путин вручил командиру добровольческого отряда «Ботур» Александру Колесову знак особого отличия – медаль «Золотая звезда». Якутянин удостоен высокого звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции. Я ощущаю поддержку якутян, поддержку правительства нашего. Эта поддержка всецело должна распространяться на всех участников специальной военной операции, их родных и близких. И хотел бы сказать, чтобы ребята все живыми вернулись с фронта к своим родным и близким, и обязательно с победой. Поддержка со стороны якутян, со стороны правительства, от нас поддержка всем будет оказана. 200 саперных кошек для разминирования направят якутским бойцам в зону спецоперации. Жатайский завод металлоконструкций изготавливает тактические кошки, применяемые не только саперами и разведчиками, но и другими бойцами. Подробности в сюжете Галины Чекуровой. Тактическая кошка – незаменимое приспособление в арсенале любого бойца. К Павлу Аргунову, руководителю управления Госстройжилнадзора Республики, обратился участник спецоперации сапер Анатолий Храмов. Он озвучил Павлу Анатольевичу о необходимости в многофункциональном устройстве тактической кошки. Сразу ко мне на ум пришел завод в Жатае, и я позвонил Кистеневу Анатолию Ефимовичу, бывшему главе городского округа Жатай, для того, чтобы он попробовал переговорить с руководством завода, чтобы помочь нашим бойцам. И вот благодаря Анатолию Ефимовичу, благодаря руководству завода, сейчас вот идет изготовление партии из 200 штук на безвозмездной основе.
Тактическая кошка – очень многофункциональное устройство, то есть его можно использовать не только для безопасного разминирования мин, но и для приготовления пищи, а также эвакуации людей. Состоит она из 3 простых деталей, и с этим справлюсь даже я. Одна основная и 2 ведущих. Крепится это все очень просто и очень быстро. Здесь закрепляется карабином, и у вас уже готовая тактическая кошка. Мы посмотрели конструкцию, понимаем, что это ничего сложного для нас нет. Поэтому мы взяли за этот заказ. Взялись, и вот уже 2 недели примерно делаем по 20 штук в день. Сначала она проходит через конструкторское бюро. То есть конструктор у нас разрабатывает вот как бы чертеж этой детали. Потом через флешку передается оператору на машину для раскроя металла. И оператор уже из листа металла вырезает детали. Здесь они уже подгоняются, чтобы не было нигде заусенец, чтобы она легко собиралась. Вот здесь собираем, упаковываем. Тактическая кошка предназначена для выполнения широкого круга задач. В частности, для активного разминирования растяжек и мин, проверки троп и проходов, открытия дверей и многое другое. Например, просто, чтобы оттащить на безопасное место, например, раненого бойца, который находится под обстрелом, либо безопасно там проверить какие-нибудь вещи, которые, например, лежат, а под ним могут быть скрытые какие-нибудь взрывные устройства, да? После полного изготовления партии в размере 200 штук тактические кошки сразу будут направлены бойцам, находящимся на территории спецоперации. По словам Павла Аргунова, руководителя управления Госстройжилнадзора, в случае необходимости будет продолжаться работа по дальнейшему изготовлению приспособления. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Председатель Госсобрания Илтумен Алексей Еремеев на пресс-конференции подвел итоги работы 6-го созыва парламента Якутии. Так приняты законы, направленные на поддержку работников здравоохранения отдельных категорий граждан, семей с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. Принят закон о статусе многодетной семьи. Также депутаты уделяли особое внимание языковой политике, сохранению национальных обычаев. В развитии сельского хозяйства внесены изменения в законы о табунном коневодстве. Парламент Якутии работал в тяжелые времена. В этих условиях главой правительством сохранены экономическая, социальная, общественно-политическая стабильность, высокие темпы роста экономики. За этот период приняли 619 республиканских законов. Это надо понимать таким образом, что это не мы, новые законы 619. Из них подавляющее большинство, 84% внесения изменений действующего законодательства получается. Ну и, конечно же, у нас есть несколько базовых законов, которые мы приняли вообще как таковые новые республики Саха-Якутия. 1284 постановления было принято. Айсан Николаев провел традиционную рабочую встречу с сенатором от республики Егором Борисовым. Сенатор проинформировал главу о проводимой работе. Он сообщил, что Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию планирует рабочий выезд в Якутию, где проведет совещание по вопросам сельхозкооперации и охраны природы. Также обсуждался вопрос реализации пунктов постановления Совета Федерации, принятого во время проведения Дней Якутии. Это ряд проблемных вопросов, требующих решения на федеральном уровне. Кроме того, озвучены конкретные меры для развития сельского хозяйства. Егор Борисов выразил поддержку решения главы Якутии о выдвижении на предстоящие выборы. Арсений Сергеевич сделал очень много заделов по развитию креативной экономики в республике, новых инвестиционных проектов. И это мы должны продолжить. Продолжить должен автор, продолжить должен руководитель, который эту идею заложил. И в связи с этим я ему высказал свое такое откровенное мнение, что я поддерживаю и будем этот вопрос объяснять нашим людям. Определены победители 5-го конкурса грантов главы Якутии. Получателями объявлены более 70 некоммерческих организаций. Общая сумма победивших проектов – 117 миллионов рублей. Конкурс проведен по 16 грантовым направлениям. Подробности в сюжете нашего корреспондента Лены Андреевой.
Еще в 2020 году объединили разные гранты и субсидии в единый грант главы Республики Саха-Якутия для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. И за все это время благодаря грантам реализовано около 220 общественно значимых проектов и на общую сумму около 255 миллионов рублей. Всего на конкурс грантов главы Якутии представлено 414 инициатив от более 350 некоммерческих организаций. Победителями объявлены 71 социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Наш регион, он достаточно исключительный, потому что мы первые, кто придумали собственный портал специальный для грантов. Мы, получается, объединили грантовые средства многих органов исполнительной власти под один орган и, соответственно, тем самым увеличив сумму, позволили некоммерческим организациям, даже которые только созданы, участвовать на все суммы, которые им необходимы. Поэтому он у нас достаточно вроде бы и распространен в других регионах, но очень уникален. Конкурс проведен по 16 грантовым направлениям. С каждым годом количество и качество подаваемых заявок на гранты растет. По многим направлениям победители прошли серьезный отбор и сильную конкуренцию, чтобы стать лучшими. Сейчас мы выиграли грант на сумму 1 660 000 рублей на реализацию нашего проекта «Команда здоровья Якутии». Данный проект направлен на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний в нашей республике. То есть мы совместно с нашими врачами, больницами будем вести профилактику заболеваний и проводить большое количество мастер-классов, обучений по первой помощи, профилактические мероприятия для дошкольного возраста. Ну и надеемся, что реализация данного проекта повысит уровень качества жизни. Прием заявок на участие в следующем конкурсе начнется в начале 2024 года. Лена Андреева, Георгий Григорьев, Якутск. Обстановку с лесными пожарами в Якутии обсудил оперативный штаб в режиме видеоконференции. Главными вопросами стали текущая лесопожарная обстановка в регионе, прогноз ее развития по условиям погоды, а также меры тушения. Отмечено, что в республике сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, однако измененный подход к мониторингу пожарной опасности позволит более оперативно справляться с очагами возгораний. На повестке дня была лесопожарная обстановка, которая складывается на территории лесного фонда. Констатируем, что на территории республики действует один лесной пожар в Булунском районе. На данный момент пожар локализован на общей площади 666 гектар. На тушение задействовано 11 человек личного состава авиалесоохраны нашей республиканской. А также на повестке дня рассмотрели прогноз погоды. Обратили внимание на те районы, в которых введен особый противопожарный режим в части усиления патрульно-рейдовых мероприятий и в первую очередь ограничения пребывания граждан в лесах. Также якутское лето – горячая пора для паромных переправ. Это одна из важнейших и порой даже единственная транспортная артерия для региона. Возможно, именно это и объясняет многокилометровые очереди из желающих переправиться на пароме, временами доходящие до конфликтов. В проблеме разбирался Петр Васильев. Легковушки, большегрузы, квадроциклы и даже спецтехника. Бывает так, что очередь на паромную переправу начинается еще за много километров до нее. Ну а водителям и пассажирам приходится стоять в очереди в часы пик, а здесь это обычно пятница и выходные дни, до 4 часов. И все это ради одного единственного заветного желания – попасть на другой берег реки Лены. Вот, например, кадры от 31 мая. Очередь на паром со стороны Якутска. Самый настоящий караван из машин растянулся, начиная с улицы 50 лет Советской армии. 2 июня пассажиры жалуются на бардак при въезде на переправу, интересуясь, кто же все-таки контролирует местами стихийный заезд. А это уже взгляд с другой стороны. Очередь на паром в Нижнем Бестяхе начинается еще до спуска с берега. Неудивительно, что нервы у водителей и пассажиров начинают сдавать. Видите, как все здесь накопителей полно, а паромов нету. Вообще безобразно. Расписание, нету расписания. По-моему, не по наполнению едут оттуда с Бестях. Давно вы в очереди стоите? Нет, недавно приехал. В целом, как оцениваете? Долго стоять, быстро проходит, может, лучше, хуже стало? Конечно, лучше.
Сейчас лучше. Ну, драки нету. Столь плотный пассажиропоток заставил региональный Минтранс увеличить частоту паромного сообщения. На линии Якутск-Нижний Бестях уже работают 14 паромов. 9 на переправе в Даркалахе, еще 5 на соседнем Аяме. Это максимальное возможное количество с учетом имеющихся причалов. В среднем в сутки перевозится 2500 машин. В пятницу мы предполагаем и знаем традиционно, что это население нуждается в более кратчайшим сроком уехать на тот берег. У нас сейчас запущен режим турбо, так мы его называем. Значит, на прошлой неделе еще не все паромы были на линии, значит, по объективным причинам, то есть паром, техника, которая, в общем-то, должна быть исправно в состоянии выходить на линию, и мы к безопасности относимся очень скрупулезно. Значит, поэтому сейчас я подчеркиваю, что все паромы заявленные, 9 максимально в расписании могут одновременно работать, они все на линии. Паромный вопрос поднимается в Якутии каждое лето. В последние годы ситуацию удалось значительно улучшить. Саму переправу оборудовали накопителем и разделителями. Однако вопрос многочасового ожидания под знойным якутским солнцем это пока не решило. Хочется верить, что в период главного праздника республики Сэха жителям Якутии не придется тратить время на ожидание парома. Для того, чтобы встретить праздник на своей малой родине и в хорошем настроении. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. Идем далее. 70 лет отмечает Министерство культуры и духовного развития Якутии. В Доме правительства на совещании работников культуры подвели итоги работы и обсудили предстоящие юбилейные мероприятия. Кроме того, собравшиеся сделали общее фото, которое планируют вставить в капсулу времени с посланием будущим поколениям. Отмечено, что в этом году выйдет книга о культурном просвещении в республике под названием «Люди, факты, события». Она уже издавалась в 50-летний юбилей ведомства, однако в этот раз в книгу внесут корректировки и дополнят ее новыми историческими фактами. В День Российской Федерации проведем общий эссе совместно с профсоюзными организациями государственных учреждений культуры нашей республики. Ну и торжественное собрание нашей всей отрасли культуры, приглашение Управления культуры собираемся провести в ноябре 2023 года для того, чтобы подытожить все события, наметить новые пути, принять перспективные планы для развития, успешного развития общей работы культурной жизни нашей республики. В Нерюнгри продолжается второй этап реконструкции системы водоснабжения и водоотведения. Финансирование осуществляется через госкорпорацию, Фонд содействия реформированию ЖКХ. Общая стоимость проекта более 1 миллиарда рублей. Уже построены и установлены 2 резервуара чистой воды с наземными фундаментами и реконструированы насосные станции. На сегодняшний день инженерная инфраструктура практически полностью изношена и имеет устаревшую технологию очистки. Реконструкция сооружений поможет восстановить и обеспечить жителей Нерюнгри качественной водой и надежным водоотведением. Мы находимся в данный момент на Амулинском водозаборе. Сейчас здесь происходит реконструкция полностью всего оборудования. То есть это замена насосного оборудования, замена трубопроводов, замена запорной арматуры, также замена всей электрической части. Автодиффузоры, свечи ручного изготовления, 3D-моделирование, изготовление изделий из глины, логопедическая студия. Все это можно найти в бизнес-инкубаторе Ленского района. Он стал отличной платформой для старта начинающих бизнесменов и открыл для ленчан новый спектр услуг и коммерческих предложений. Подробнее в сюжете Анны Кожевниковой. Как варят мыло и создают ароматы для свечей, что изготавливают на 3D-принтере и кто научит вашего ребенка чисто говорить. Узнали гости бизнес-инкубатора Ленского района. Интересную экскурсию для них провела директор Галина Перевалова. Она рассказала об актуальных направлениях современной бизнес-среды, например, таком как 3D-моделирование. И на предприятиях, особенно как «Газпром», я думаю, это будущее актуально, да, следят за инновациями в промышленности. Поэтому если дети начнут изучать уже сейчас данную сферу, то и в будущем они будут востребованными специалистами. Логопед дал дельные советы участникам, родителям малышей. В студии мыловарения посетители вдохнули приятные ароматы. В керамической мастерской увидели, как изготавливают изделия из глины, а также узнали о преимуществах работы в стенах бизнес-инкубатора. Я считаю, что здесь очень хорошая поддержка для начинающих предпринимателей. Сегодня проходила экскурсия, и я показывала свои изделия. Задавали вопросы, как изделия готовятся. Я об этом всем рассказывала. Также я провожу мастер-классы
для детей и взрослых по улепке из глины. Участников экскурсии впечатлили бизнес-начинания ленских предпринимателей. Познакомились с местными предпринимателями, которые здесь арендуют помещения. С некоторыми я уже встречался на выставках, даже покупал у них продукцию. Очень хорошее помещение для них с дешевой арендой. Также приобрел диффузор для автомобиля с ароматическими маслами. Изготавливает также здесь местный предприниматель. Такие экскурсии несут положительный эффект. Люди знакомятся с новой бизнес-средой, особенностями поддержки начинающих предпринимателей. У последних появляются новые клиенты, а у бизнес-инкубатора зачастую новые резиденты. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Глава Мирнинского района Александр Бациров инициировал единовременную выплату вновь прибывшим учителям в размере 1 миллиона рублей. Такая солидная денежная выплата за счет местного бюджета будет положена учителю, приехавшему на работу в Мирнинский район. Выплату получат 10 учителей, победителей конкурсного отбора. Конкурс станет ежегодным. Победителей этого года определят до 10 сентября. 11 выпускников Якутии получили 100 баллов по ЕГЭ. Стали известны первые результаты единого госэкзамена. 100-бальниками стали учащиеся Алданского, Усть-Майского, Мирнинского, Нерюнгринского районов, поселка Жатай и города Якутска. О лучших молодых умах республики в материале Марферины Алексеевой. Основательная подготовка, любовь к чтению, непрерывные дополнительные занятия с учителями – вот что привело к высокому результату 11 выпускников. Из них 8 учащихся сдавали литературу. Дарина Тимофеева любит читать с малых лет, поэтому перечитывать основные произведения школьной программы девушке было несложно. Даже приятно, отмечает Дарина. Под всеобщим волнением выпускников тревожность присутствовала, но в своих силах Дарина была уверена. Однако 100 баллов никак не ожидала. Проснулась, я увидела, что там суета началась, всем начали приходить баллы, у кого-то 87, у кого-то 77. Я тоже зашла на госуслуги, обновляю страничку и жду, а там 100 баллов. Я сначала не поверила, написала Евдокии Егоровне, типа, это что, мои баллы, да? Ну, в общем, я была очень-очень рада. Я планирую поступить в ДФУ в Владивостоке и на факультет зарубежной филологии. Я хочу в дальнейшем связать свою жизнь с чем-то творческим или с изучением языков, чем-то таким гуманитарным. 100-бальниками по химии стали 3 учащихся в республике. Владислав Алексеев, в отличие от Дарины, результатом не удивился. К этой цели он шел целенаправленно, ежедневно занимаясь со своим педагогом Василисой Николаевой. Секрет его успеха – любознательность и искренний интерес к предмету, в чем мы убедились при общении. Химия – это такая наука, которая переплетается со многими другими науками. С математикой, с физикой, с биологией. И при этом важно знание этих других областей для успешного сдачи экзамена. Планирую поступать на химическую технологию в СПГУ. И мне бы хотелось там заниматься наукой и заниматься с химическим производством. Учитель Владислава, Василиса Васильевна, имеет огромный опыт преподавания. Благодаря ее компетентному труду за годы обучения 100 баллов получили 6 учащихся. Напомню, по указу главы республики Айсена Николаева в этом году 100 тысяч рублей получат не только учащиеся, но и их преподаватели. Решение премировать 100-бальников положительно повлияло на общий результат ЕГЭ. В этом году результаты улучшились намного, и поэтому пока еще 3 экзамена мы получили итоги. Ждем еще экзаменов, вот результаты. У нас в скором времени ждут самые технологичные экзамены. Это устно по иностранным языкам, иностранный язык, письменная часть, а также информационно-коммуникационные технологии, то есть это информатика, ИКТ и биология. Литературу в Якутии сдавало 589 выпускников, химии 651 учащийся, географии 116 ребят. Сейчас все выпускники, их близкие и учителя с волнением ожидают результатов русского языка и математики, которые будут известны уже через неделю. Марферина Алексеева, Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. И последнее. Более 80 культурных мероприятий проведут на Сэхе Лонхо. Так, в ночь с 30 июня на 1 июля пройдет церемония встречи Солнца и реконструированный обряд благословения по старинным канонам жителей Аймекони.
Торжественное открытие цеха Лунхо с обрядом Алгыс и театрализованным представлением начнется 1 июля в 11:00. Главным героем действа станет богатырь из имяконского фольклора Дугуя-Бюгө. На конкурсах цеха определят 11 обладателей гран-при среди лунхосутов, запевало соха, хомусистов, исполнителей фольклора, мастеров народных художественных промыслов. Кроме того, состоятся соревнования по 8 национальным видам спорта. Разыграют 29 комплектов медалей. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.